Короче, хочу рассказать про хирургов. Опять-таки, я люблю про врачей рассказывать. Вот я же консультировалась с разными хирургами, да, по поводу моих грудей. Всем хирургам города Уфы, Москвы и еще дальше некоторых городов я отправила свои груши, фотографии и видео. Теперь все знают, как выглядят мои груди, все хирурги. Ну вот, Тофтар, что я хочу про них рассказать. Вот знаете, оказывается, хирурги тоже разные бывают, врачи тоже разные бывают. Все они знали прекрасно, что у меня была резекция желудка 4 месяца назад, 5 месяцев назад. А я им, значит, говорю, я хочу подтянуть груди. 2 хирурга мне, значит, пишут. О, давайте, говорит, мы сейчас вам сделаем подтяжку грудей, говорит, давайте приезжайте, все, можно даже все на этой неделе, все, сделаем операции, чики-пуки, у вас будут вот такие груши красивые, наливные персики, вместо висячих каких-то там ушей спаниеля. А другие 2 хирурга, да, мне такие, значит, говорят, нет, говорит, Милюша, говорит, вам еще рано, вам, говорит, вы же только операцию недавно пережили, 5 месяцев назад буквально, и у вас еще вес, говорит, не устоялся, вы, говорит, еще дальше будете терять в весе, и когда будете худеть, вот это то, что мы вам груди подтянули, они потом еще немножко могут обвиснуть, говорит. Это, во-первых. Во-вторых, говорит, еще, говорит, ваш организм не восстановился полностью после операции. Вам нельзя еще одну операцию делать за такой короткий срок, 5 месяцев даже до конца не прошло, а вы, говорит, еще хотите лечь под нож и под наркоз. Некоторым хирургам вообще посрать на меня, на мой организм, да, они готовы даже на этой неделе уже сделать операцию, да, а вот остальные 2 хирурга, они вот молодцы, да, они профессионалы, походу, своего дела, любят свою работу, и мне честно вот сказали, что еще рано делать, рано. Ваш организм еще не восстановился, под стрессом ваш организм. И вообще дальше будете худеть, подтяжку еще рановато делать. Прикиньте, и вот, конечно же, тут задумаешься, какой же хирург здесь лучший и к какому же хирургу я пойду. Как вы думаете, к какому хирургу я пойду? О, Хайна опять вам сделала, смотрите, сколько солений. Офигеть, солений, варений. Не ждали? Опа. Ана жерге бал әпкелдік, гречишный башкески. Мына тиге пигенде ошамай, ной папаң ошамай битаны. Немеште? Ол медовыйны гына ошай. Медовый? Липовыйны гына ошай. А, липовый? Липовыйны. Медовый гына бал, оказывается, ашайка. А то Кирап қайтып кетеді, липовый әпкелер бі. А то жайтыр бі, да. Я пошла в Келендашке. Она живет вот в этом доме. Соседка свекрови. Вот, видите, они подружки обе. Мы же войны хотим снять с ней. Я ей позвонила Айгульке, я говорю, Айгуля, да, войны снимем. Она такая, короче, ворчит. Когда кому-нибудь я предлагаю снять войны, да, все на меня ворчат, орут, бесятся. Это что такое? Что? Альбер пылесосит, был гундай. Көрдіңіз ме, нендей ирдар? Альбер как не пылесосит. Альбер никогда не пылесосит. Раньше пылесосил. Когда раньше пылесосил? Пылесосил, ты его заставляла пылесосить. Кыйда хагына, семишка шагына заставлял за собой только. Вот такие вот ирдар, Айгуль, Альферді заставляет пылесосить. Көрдіңіз ме? Она шаптырдап вис. И до него еще. Нет, конечно. Мына ушы. Я, мына ушы. Сіздің модный свитерлар. Қазір шу свитерлар в моде ведь. Оға хаяу. Худо біткен бит ол. Элек ошондай свитерлар в моде ведь. Во! Шеп. И бірей, бейсболкам бірей немеге ергерегенде. Во, папаның свитерін апқайтып кетер керек, вайын түшіруге. Evet. Udine gerek. Niye bir daha yanlış свитер yapıyordu evet pap. Ne udine gerek. Вайн түшірге мына ушын алып қайтыр керек мен айтам папаның свитерін. Қазір бет. Несе йыланы қортайыны қалы ушайдыла қортайыны. Қортайыны қы? Әтке ise сақтау келгендер eyінданы. Не помнишь, прикиньте, қайнымдың атағының свитері. Представляете? Репортаж с места событий. Будут сейчас съемки война в деревне. Вообще очень люблю снимать войны в деревне. Хотя все недовольны, когда я приезжаю. Не хотят сниматься в моих войнах. Айгуль! Давай, выходи! Подлый трус.
Перед нами знаменитый блогер Айгуль Шайхлисламова. Как ваш блог? Процветает, не процветает? Стоит на месте. Набираете подписчиков, нет? Подписчики-то набираются, стоит на месте. А что он должен делать? Набираешь подписчиков, это же хорошо же. Хорошо. Что пишут подписчики в основном? Гадости не пишут. Гадости не пишут? Нет, это только хорошее. Когда Айгуль начинала блог, да, переживала, что ей люди будут писать негативные комментарии. И, кстати, по этой же самой причине она не хотела вести блог. Вот у нее такой прям страх был. Она говорит, я это не переживу просто-напросто. Из-за этого не хотела вообще вести блог. Но сейчас вроде все нормально, адаптировалась. Адаптировались, нет? Да. Хоть какой-нибудь один плохой комментарий был, нет? Мне лично нет. А когда с тобой снимаем, тебе там что-то пишут. Вместе нам. В общем. Под вайнами, да, что ли? Под вайнами. Что там пишут? Я не помню уже. Да. Дуры, чуть типа Дуры? такого. Да, видите, мне дуры. Да, мы дуры. Мне постоянно так пишут, что я дура, достар. Сейчас укусит. Не того! Сейчас интервью тебя возьму. Кура! Айгуль! Стой, не шевелись. Айгуль! Стой. А нет? Gitmeni ol Айгуль! Стой. Блин, крали. Даже кабачогом тоже қалды. Как реагирует на ваш блог ваш муж? Нормально. Нормально? А свекровь что говорит? Ничего плохого не говорят. Родители что говорят? Продолжай, говорят. Да? Угу. А дети что? Тоже. Да? Да. Рекламу начали снимать? Сколько стоит ваша реклама? Сейчас же нельзя рекламу снимать. Ну сколько стоила бы ваша реклама? Не знаю, я не умею. Вы вообще довольны? Вам нравится вести блог? Я еще блог не видела, что-то пристала. В смысле? Вовсю ведешь блог? Вам нравится, нет? Да, иногда не надоедает. Да? Что надоедает? Как его? Вдохновения нет. Будущим блогерам тоже хочу дать совет. Вдохновения постоянно не будет, доктор. Вы не ищите вдохновения и не ждите, что оно вам придет. Вы должны быть сами вдохновителем своего блога. Вы сами должны каждый день себя вдохновлять. Только тогда блог пойдет вперед и будет процветать. А если вы сами себя не будете мотивировать, вдохновлять, никто за вас это не будет делать. И извне вдохновение тоже постоянно не будет приходить. Вот запомните это, доктор. Это были советы от башкирской домохозяйки. Учтите. Да, учтим. У нас сегодня нету оператора, доктор. Мы сами себя снимаем. Видеомейкера нету. В штате все поувольнялись, все пообижались. Я токсичный человек, потому что очень токсичный. Со мной долго никто не может работать. Столько добра. Столько добра. Давай тук, блин. Блин. Немекай, блин, қарақала елле. Ей, тук кегіме. Офигеть, блин. Пивоны тук для вайна хут утырвалась на тегейме. Еллеп халеп өтті. Ой, Алла. Эремитті. Хут утырвалась на. У мамы капусту надо взять. А почему у меня капуста Айгуль не округлилась? А, да? Смотрите, вон у свекрови какая капуста, красавица. Офигеть, вот это вообще огроменный капиздра. На следующий год надо кайнагайтерга, пускай она приедет, посадит. Мамина капуста что-то, во-первых, она фиолетовая какая-то странная. Папина капуста. Вообще капуста вся папина. А, папина, это оказывается папина капуста, а не мамина капуста. Да. Папа сажал. Вот, курдырма, папа сажает, почему ты не сажаешь? Между прочим, Кайна вообще огородка сыкмай, только папан весь огородта и ухаживает за огородом, и папа. И чё? Хим бірім ашамай, хикмәк ташамай. Блин. Немеке? А? Немеке? Неме керек огород? Неме керек? Қарайсың сіз бірден қарамай. Хин қарайсың ма? Мен қараймын. Былтыр бәрін кесемек мен отырттық. Қараймыз. Былтырғы бәрәңгені все эти червячки сожрали. Колорадский жук сожрал. На вечер. Че на вечер? Это не на вечер, мы же еще вайн тушили битменем. Ты куда? Потом Айгульда снимем вот это. Или у мамы в доме заснимем. Альберт, уже обходит какие-то пора пива. Это на вечер тип. Да, тоже с пивом. А что? Ты еще раз будем вайн? Юх ты. Она касты кайна. Ниша! Мам, звезда. А ты? Вы вообще артист тебя зовут кандar. Хайват уняй тигандar.
Чего пошли? Ты же младший келиндашка, убираться не будешь, что ли? Все, убралась. Давай. Айгүлдің ашықта жылдап кеткен. Деп сығып келеді. Постоянно меня бухарает. Меня айтак. У меня работы много, не приезжай. Меня это. Так, сайтинен инде почти что. Устала. Я устала целый день в городе, говорит, бала. Я устала. Да. Мне компот варить надо. Компот варить надо? Да. И компот тоже сварил, на, держи. Еще надо. Ну, скуда столько компота? Пить. Кашбой, компоту сыпсала. Да. Тем более Альфира юбилей. 40 лет. 45. Ай, 45 меня пошел туда. Почему я постоянно езжу в деревню снимать войны? Кстати, многие вот так вот спрашивают, почему вы там снимаете, а почему вы себя не снимаете? Да потому что тут мне нравится атмосфера, вот эта деревенская и атмосфера, которая царит в моей келиндашке, в моей свекрови. Там старенькие машины «Жигули» есть, там есть сок сена есть, там дрова, ну такой настоящий деревенский вайб. А у нас все равно не такой настоящий деревенский вайб. И когда снимаешь вайны, охота же, чтобы фон был интересный, такой деревенский, красивый, яркий, сочный. Поэтому приходится вот приезжать к свекрови и снимать у нее. Сома, привет. Кунакка бардым, тещеден қойттым, орап қойттым. Зәке қайдың, между прочим, өзінің тещағы бар. Мына олы бабай болуына қарамастан, аның тещағы бар, понимаете? 88 yaşta. Әйе, мына тещағына барып қайттық қонаққа Зәке қай. Әйе. Қалым білдім. Мұны езек не олдым. Темне бұл олмаға. Темне шу. Олдым да метемет. Олым әрі. Ну, бұйым, алма жан Зәке қай. Ашқадан мәлі мәселе қоян. Oşkadan şiirlegende min şiirlerim bit. Uşutta oturdum 10 yıl. 15 yıl oturdum Uşutta. Yeni. Bir oşa almayayım. Alma mı? İyi. Oş kişi olsan gülesin. Мына шулай шу. Зәке қай біздің барып қайтты Башқұрт атына, Баймақ районына. Хәдір хорайбыз несік өткен Башқұрт аты һәм кімдер андай еңген. Зәке қай, кімдер еңді Башқұрт атында? Balam kişiler jingde, kişiler ortak oldu. Bir kuşadı, yağmur bulmadı, jil buldu. Pagod evet buldu, jil bulsa da. Uğuk attılar, otlar şabıştılar. Zekaya dekseyin ben tışıgeleyim, kızlarını kışalkımda tışayım kışalkım. Ayten biz Zekaya yaş kızlar yarata. Kızlarma foto tışıp dikiyoruz. Zekaya tışıgeleyim. İpteşin irin kınneşmedi metem. Ben koşaklap şen bitmetem. Degan koşaklavanlarından. Şutnik siz de. Şutnik tugul metem. İrin kınneşmedi. Kim bilir tıştık sırası. Мына даже представляете ми? Хед yürümeyген, мен yürümeygen. Зәке қай мына yürüy, даже Башқұрт атына барып кеткен. Представляете ми мына бір тик тұрмай үйде. Мен бит пенсиялаймын. Бүтін пенсиясын шунда спускать етіп, сәкейтегі райондарға өріп. Ол бай пенсионер, қайғыр. Самарға барып қойттым. Мен оқша бар. Сені көрем olsun. Мына даже представляете ми? Хед yürümeygen, мен yürümeygen. Зәке қай мына yürüy, даже Башқұрт атына барып кеткен. Представляете ми мына бір тик тұрмай үйде. Мен бит пенсиялаймын. Бүтін пенсиясын шунда спускать етіп, сәкейтегі райондарға өріп. Ол бай пенсионер, қайғыр. Самарға барып қойттым. Мен оқша бар. Сені көрем olsun. Hadiga hal verme. Yok, men o'sha ishdagi itim bor, men olib qaytgan edim to'g'ridan. Ne? O'xshaydi. Pishirgansan men. Готовый hal beraman. Shu po'shin. Shu po'shin. Grupa pishgan. Ertaga so'randa. Yo'q, 2 soatda pishgan. 2 berenga erishim. Ne, uyangacha пока meniki nashim. Ertancha boshlamayman, ertancha. Ertancha salat yasam, kishirdan qizilshimdan. Shundan aryaxoshim, zarurlasam, kofesham birni, telefondan tegib olaturgan. Ne? Norma. Yo'qsa Pavelskiy moy. Майский май. Мен Рамза апаға звонить айттым енді мен там меня 10 кило майтаған әдердап көтіп. Зәке ағай өзінің бобигін алып қайтып кетті. Стройкаға, строительный материал ташыған бобигін. Әлі бір айдан ашы тұрды Зәке ағай. Керекті көрбейтін мен. Рахмат. Заправить көнді, йортан. Яртығынға заправлять кен. Ай, ана шулай, Альберт. Альберт шулай экономный. Полный бак даже заправлять мәган бабайына. Ярай, Зәке ағай, пока.
Аккумулятор алып беремін деп ауызынан ішкандырып қойды ол. Вот аккумулятор әперейін де қазір. Ұнтпаса. Ярай, мен әперемін. Алырмыз әлі. Сен не қылсын? Айы. Рахмет, исәнсің. Әрге рахмат. Конечно, достар, мына элме утын таптық. Қарағым нендей матур бізге элменен утын ап келділер. Как по-русски будет, я не знаю. Элме, достар. А вроде илим. Вроде как илим. Очень хорошие дрова привезли. Кое-как нашли, представляете? Дрова. С дровами, кажется, проблема. Нет, с дровами проблем нету, да. С сухими дровами проблема. Сухих дров вообще нигде нету. Прикиньте. Кое-как вот нашли одну машину. И сейчас вторую машину заказали в этот, как там, во Фрейм. Во Фрейм сейчас нам же очень много дров надо, потому что мы же будем там чан топить. И там надо сухие дрова. Кемге интересна тема менеджер маркетплейса. Кто хочет освоить эту профессию, кто хочет отучиться в лучшей онлайн-школе Республики Башкортостан и Республики Татарстан в лицензированной онлайн-школе, то, пожалуйста, приходите на наш марафон, который будет 11 сентября. Четверг вечером. Четверг вечером. Это будет прямой эфир. На прямом эфире прямо расскажем. Как трудоустраиваться? Вот это все будем рассказывать. Вот именно как вот наши ученики трудоустроились. Про марафон расскажем. Что мы сделали такого, что наши вот ученики там за 2 недели 10 человек трудоустроились. Прикиньте, за 2 недели 10 человек трудоустроились. Те, кто у нас отучился, тоже приходите на прямой эфир, чтобы внимательно послушать про марафон по трудоустройству. Всех ждем. У нас же, Миша, был марафон по трудоустройству, где как раз тоже Динара была тренером, да, и как раз таки там хорошие результаты показали, сейчас она сама об этом расскажет. И как раз таки вот здесь сидят люди с этого марафона тоже. С Благоварского района, зовут меня Альфина. Чего решили отучиться? Вот всегда интересно. Ну, не знаю, мне какое-то что-то нового захотелось в жизни, что-то вот. Ну, пока я как подработку себе ищу. Меня зовут Гульнар, я из Кармаскалинского района. Мне 20 лет. Марафонда штаттым вроде поставщик тағда табырға керек китайский. Шуны табарың да енді, и шуны от нуля до конца надо вести. Смотрящий ниша білмеймін. Бұл күн бұл емес смотрящий. Смотрящий деп бұны алған. Звучит очень интересно. Смотрящий города Уфы. Смотрящий Кармаскалинского района. Мына Вот Лиза, чемпион нашей команды, она получила большее количество откликов и предложений к работе. Меня зовут Лиза, мы из города Екатеринбурга приехали. Мне 32 года. Приехала с мужем Сарамелом и с младшей доченькой. Во время декрета решила пройти обучение. После обучения трудоустраивалась, потом вот позвали на марафон, где предложили 3 селлера на работу, пригласили. Но я еще пока ищу своего подходящего селлера, в общем. А что не попробовать с этим поработать? Ну там, потому что у всех разные запросы, так скажем, что ли. Я пока что не могу уделять побольше времени, потому что у меня 3 детей, они маленького возраста, пока я не успеваю. Поэтому хочу как бы на неполный рабочий день устроиться. Вот смотрите, доктор, ударная селлер тавалмайдар, а кем-то өз селлер уже тапкан на сегодняшний день, но не хочет работать и даже попробовать не хочет. Хаман эделей какой-то идеальный вариант, понимаете, доктор? От чего это зависит? Вот сейчас узнаем у Динары. Почему некоторые не могут найти, а некоторые много находят и перебирают еще. Хайданалар! Почему, Динара? Так происходит? Ну, есть, да, 2 типа людей, кто не может найти по каким-то причинам. Есть разные причины. Есть страх, да, перед собеседованием. Есть неуверенность, что я вот еще это руками не делаю, я это не умею, поэтому, может быть, у меня не получится. Может быть, и ленятся местами, да, то есть как бы есть такие люди, которые ленятся, хотят, чтобы сразу... Лень убивает мечты, между прочим. Лень убивает абсолютно все, доктор. Вообще надо очень дисциплинированным человеком быть. Вы должны свою лень убивать, а не лень вас, между прочим. Да, вот у нас Зарима сидит, у нее тоже как бы такой момент, что и вам селлер, по-моему, пишут, да, иногда тоже, и вы сами отказываете, насколько я помню, да? Вот тоже, как вот, почему так получается, что вам так много пишут, а кто-то нам говорит, что они даже одного селлера найти не могут? Вот. Даже вот сейчас, вот, получается, ведя 3 кабинета, я все равно как бы откликаюсь вот на Хакару это, и получается, как бы прохожу там собеседование, и если там, как говорится, больше платят, я перехожу туда. Вообще, между прочим, деньги, да? Зарима меняет своих селлеров как перчатки. Азарт есть, вот когда вот чуть-чуть опыт наберешься, и сразу азарт появляется. Ага, этот платит вот так, ну 30 тысяч, а может еще кто-то заплатит 50 тысяч, а потом вдруг 100 будет. Ну как игра. Когда
нужно быть уверенным в себе. А когда ты уверен в себе, конечно, ты уверен в том, что тебя возьмут, и ты уже выбираешь. А когда ты только стартуешь, в любом случае неуверенность бывает, да? Но надо, самое главное, вот этот вот момент этот перебороть. Ну вот, что касается Лизы, вот мне понравилось то, что она не боится. Она уже вот, то есть даже вот так отсеивала, сколько у нее было собеседований. На пролом идет, короче. Да, она сама отказывала. Мне с вами даже некогда собеседоваться, она так отвечала. Нет времени, нет. Фига себе, блин, деловая колбаса. Да. Почему вот к вам так селлеры тянутся? Башта переживала очень, даже Hüylәшә торган идем, потому что мен уже 4-нче ел декретта утырам, теге балалар менән гына утырып, уже һөйләшергә дигәндә кеше юк бит инде, бала менән генә тиңләш. И монда әкренләп баша һөйләшә дип киттем, как бы в роль вошла уже. И уже куркмай башладым, башта хастанда, ой, һәлак нык серьезно кешеләр утыра, мин монда әллә кем, как бы үзем бит тоже авылдан, авылда сыгарып булмай бит инде, истән шуны әйтәм, юк, тукта. Икенчеләй нужно выстраивать дип башладым инде, там разговорда. Вам задали вопрос, и вы не знаете, как на него ответить. Вы скажите селлеру, что я подготовлюсь и вам отвечу. А Лиза как отвечала? Если вы не знали ответ на вопрос, что вы отвечали, да, вот, что вы говорили, если не знаете ответ? Она потом говорила, знаете, как вот она мне рассказывала, она сказала, мне некогда пока сейчас это, но если вам очень сильно надо, я потом отправлю вам ответ. Әллә дүрт собеседование уже кискелеккә инде был. Хора бирәләр, мин уже утырып алдым да, уф, Алла, как же һәр якытты хора. Әйдәгез мин һәргә адаграк җавап бирәм, если һәргә берәр җавап кирәк булһа, әйтәм, хәзер просто вакытым юк дигән дә куйды. Вот это, между прочим, кто добивается успеха, вот я много раз слышала, успеха добиваются не только умные такие люди, да, успеха добиваются смелые люди. Так, поэтому будьте смелыми. У вас 3 селлера, да, или сколько там, да, то есть вот какие зарплаты были? Беренче селлерда зарплата инде 15 мең айына, плюс KPI от продажи инде. Икенче селлерда магазин игрушек была, там была зарплата 40 тысяч, плюс KPI, прям даже на время испытательного срока уже. А мен еще андай нигә собеседование айтайын. Әйтәм, ну башлаган сакта бер 30 меңдән ризамын типа ул меня әйтә. Бездә 40 меңдән башлана вообще-то әйтәм. О, бикшә. А өченче селлерда анда 20 мең айына. Там агентство было, анда нужно было вести от 6 до 8 кабинетов сразу же. В итоге вы куда пошли, получается? Нет, Хаман Хайдан. А, пока все еще думаете. Я маленько поработала в магазине игрушек. И из-за, в общем, времени тигендей, пока вакыт менән никагали, шуңа решила подождать. На самом деле Азамат Манаилов полностью менә һәрбер әйткән һүзләрен тыңларга кирәк. Менә һәргә әйтелгән, эштабагат ки откликайтесь, көн һайын 20 меңнән күбрәк. На самом деле потом накапливается анда. Бүтән заданияларда эшләп, на самом деле реально табырга. Собеседование үткәндә смелость күбрәк килеп сыгар собеседование. И опыт даже какой-то килеп сыгар. Вот Лилия рассказывает, девчонки, да. Она сколько раз отказ получает? 20 мәртәбә. Без вообще Азаматман в шоке был. Смотря на нее, она же тоже одна из таких чемпионок у нас, да, то есть она говорит, 20 отказов получила. Мы такие, как она могла, именно она, получить 20 отказов? Для нас был шок. Она сейчас вообще хорошо зарабатывает, да. И мне там, а как, Азамат, а как ты не сломалась-то? 20 раз отказали, можно же сломаться, сказать, эй, нафиг, это не мое. Она говорит, нет, я, говорит, знала, я должна, говорит, раз я прошла обучение, я раз заплатила за него, я, говорит, должна, значит, работать, должна работать. И шулай деп, она, эш тапты ведь инде. Меня Исанан Сымбаль, Абьяхи района. Менің земляк. Ну, обучилась мне уже давно, просто отклики делаю, пока не везет. Мир скромничает, ей же тоже дали этот положительный ответ на первой неделе, там третий день же был, да, по-моему? Третий день, но там было групповое собеседование, потом просто уже не вышли на связь с ней. Вот, а так ей тоже одобрение давали. Просто ей надо еще чуть-чуть поискать, а у нее будет все. И мне кажется, Сымбаль покадрак, баднат-кадрак, да? Наверное. Уверены. Она Лиза Гма. На пролом идет. Басымды қаңғыртмаған, мен хедге ответ адап ядырмын. Мен пока вақытты бек көдеме хиләшірге. Не нужно стесняться. Вот, ишеттің мі Сымбаль? Надо работать над собой, короче. Прямо нагло себя вести. Сымбаль скоро найдет работу. Миша, посмотрите, у нас же вот марафон трудоустройства был, там как раз у Динары 5 человек, да, было в команде, да. И из 5 у меня 3 человека трудоустроились. Да. Что такое марафон? Мы решили экспериментально провести такую тему, что берем наших лучших учеников, вот, например, Динара, да, и она как тренер согласилась выступить, к ней прикрепляем 5 человек, и получается, она берет этих 5 людей, с ними каждый день практически созванивается и помогает им проходить собеседование и контролирует их. И получается, они откликаются, проходят собеседование, делают работу над ошибками. И вот тем самым, как бы, в течение сколько там, недели, 2 недели. 2 недели. Это было 2 недели. И вот за 2 недели у Динары, получается, из 5 человек 3 трудоустроились. Короче, доктор, вот кімдің обучениеында шундай еще марафондар іштейді. Бір кімдің обучениеында ондай марафондар іштемейдер. И вообще, это наплевать етелер. Оқып өткәсті көтерге тиіп сығаралар да, не звоните, не пишите, мы вас не знаем, тебе айтасақтар. А біздің обучениеда такого нету, доктор. Бір елдан ашу кішерді сопровождать етеді. Какой бір елдан еще? Мына первый ученица
актрисалар, которые уходят, до сих пор с ними Азамат Манаил поддерживает связь, курирует, до сих пор поддерживают их, информируют. Азамат Манаил, улар нық добросовестный егеттер. Хедан да егеттерді укытылсаларды никогда в жизни нигде не найдете. Вот қайбір кішілер күтіп отыралар помощь извне, да, и мотивацию извне тоже. Вот я получаю, допустим, мотивацию от кого-то. Мотивируй меня. Никто вас мотивировать не будет, Дутар. Вы должны сами себя каждый день мотивировать, что-то делать, стремиться в лучшую, там, как говорится, К лучшей жизни. К лучшей жизни, к успеху. Вы сами себя должны мотивировать. Что за фигня? Мы нами вообще вот у меня мотивации нет, у меня вдохновения нет. И Нямпаши, у меня тоже нету ни мотивации, ни вдохновения. Но однако, Нямпаши, я каждый день работу свою делаю, блог веду, столько соцсети веду, да, смешные что-то пытаюсь снимать. Это я сама себя мотивирую. И вы также тоже должны сами себя мотивировать и сами себя вдохновлять и идти вперед к успеху. Поэтому Наильдың, Азаматтың һәм Илеш апайдың обучениене килегез. Назад нельзя в пути, это вперед, алға только. Я 240 получаю, ну 260 получаю, это я в последний месяц получила. Я просто как бы план Да, там процент с продаж просто идет. Вот Дултар, сколько наши ученики зарабатывают? Они молчат, просто успели засчитать. 260 тысяч. Динара, ты сколько зарабатываешь? 130. 130. Вот это как раз у Динары муж сказал, ты когда начнешь как Зарима зарабатывать? Это Динары муж так сказал. Скоро я буду как Зарима зарабатывать. А Фаниля, ты сколько зарабатываешь? Я 55, я ассистент. И врешь, блин, Я просто своим проектом хорошо буду зарабатывать. Да, то есть она чуть-чуть освободила себя, чтобы своим проектом оставалось время. Фаниля лукавит, я знаю. Нет. Да. Там до этого я вела 4 кабинета, было 100. А сейчас я убрала все, оставила только ассистентов, чтобы поддерживать двух селлеров. И свой проект. Свой проект, да. Для своего проекта тоже очень много сил, много энергии, потому что просто так зайти, просто взять футболку продавать, это не то. Да. А надо продать то, что будет продаваться и будет зарабатывать миллионами месяцев. Лифчики, что ли? Трусы? Комплект. Вот. Это самая хорошая ниша, Дултар, самая продаваемая ниша. И продавцов мало. Да, и продавцов мало. Сколько было это? Давайте мне там трусик, лифчик хатаем. Сколько это? Они, представляете, хатмайдат, потому что, видите ли, сами не могут тестировать это. Понимаете? На себе же надо тестировать. Я же не могу женскую одежду на себе тестировать. Тестировать твоя жена же может. Ну, может, да. Я сама могу тестировать, зачем не мекей? Вот, представляете, из-за их каких-то принципов, я остаюсь без денег, да. А Фаниля, она принципы она трусы, мою идею забрала Фаниля. И теперь будет больше меня зарабатывать скоро. Трусы, лифчик, опять в луже останется. Помните, Фаниля, крупный селлер Башкортостанова, Сулпатрахта. Она же тоже трусы и лифчики торгует. Так что, если хотите, доктор, хорошо зарабатывать на возраст, трусы и лифчик хатагат. И Фаниля такая, нет, конкуренция не нужна. Не надо. Но прежде чем что-то, доктор, вы должны получить у нас образование. Потому что без нашего образования вы не сможете торговать на Wildberries. Допустим, Фаниля, доктор, она отучилась на менеджера маркетплейса, угрожать керма уже отучилась на менеджера маркетплейса Фаниля и теперь знает, как анализировать, какой товар можно торговать, с чего можно заработать. Она все прекрасно знает. А если бы она не отучилась на менеджера маркетплейса, она бы не знала об этом и вряд ли стала бы селлером. Правильно, потому что надо узнать, чтобы не потерять свои же деньги. Вот, ищите, доктор. Потому что деньги просто так не приходят. Вот, шулай, доктор. Так что, доктор, ждем вас на нашем обучении. Пакет, мне пакет, самый ценный. Это история, малые рассказывали, меня на тему тоже умерта тут, а она купила не несяли, убить пошла по, что самый настоящий в этом салат районом был Азамат Киря, того что несяли, китарганина. Смотрите, вообще тут, ё-моё, тут вообще. Эй, мне балаки гина, конфеты тут гина, а кажется, не секунд раз обгина, хат бги, ой, я бляха. Азамат Наиль Габир, что это инда? Наиль, я вот пришла. Колоссальная поддержка с вашей стороны была, прям благодарна. Спасибо большое спасибо. Наиль, извини, но тебя не останется. Нет, ушли. Что сделал? Оплатили, короче. Самая приятная часть или неприятная, я даже не знаю уже, короче. Ну, короче, оплатили счет довольно-таки большой. За кого? За всех. Вот, и вот я счастлив. Счастлив, что могу так угостить своих учеников. Салап.